барын зерттеймін. Және де Gemini арқылы бізде оның қимылын, адаммен сәйкестендіруін істелінеді. Оның барлығын қосып, дыбыстық сюжеттік CapCut пен Canva деген приложениялардан істелінеді. Және де бұның мақсаты қазіргі кезде жасанды интеллекттің қолданып отырып, көркем шығармаларды анимациялау арқылы әдеби мұраны заманауи форматта жаңарту. Бүкіл мұғалімдерге қазіргі жаңа форматта оны барлығын мұғалім оқып отырып, балаға түсіндірген орынша мультфильм арқылы барлығын көрсетуге болады. Әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан балада тымақ қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Біраздан соң тағы бір шие және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені. Наш исследовательский проект на тему «Как заинтересовать молодежь чтением от исследования к практике». Эта проблема актуальна не только в нашей школе, но и во всем мире. Мы живем в век цифровых технологий, и привычка читать книги постепенно уходит на второй план. Актуальность проблемы. В современном обществе чтение играет важную роль в развитии личности человека. Оно способствует расширению кругозора, развитию воображения и аналитического мышления. Однако подростки все чаще отдаются предпочтение социальным сетям, видеоконтенту и играм, нежели книгам. Наша задача – это разобраться в причинах этого явления и найти всевозможные пути решения. Мы использовали несколько методов исследования. Мы провели анкетирование среди учеников нашей школы, чтобы узнать их отношение к чтению. Посетили несколько библиотек, Национальную библиотеку Республики Казахстан, Целиноградскую районную библиотеку, и также мы взяли интервью у библиотекарей. И школьная акция «Прочти книгу, получи шоколадку». Результат анкетирования показало, что примерно 25% школьников вообще не читают книг. 50% читают только из-за учебных требований. Основные причины отказа от чтения – это нехватка времени, недостаточный интерес и увлечение гаджетами. Те, кто читают, отдают свои предпочтения фэнтези, комиксам и детективам. Также мы посетили несколько библиотек, пообщались с библиотекарями и выяснили, что вопреки нашим ожиданиям молодежь все же проявляет интерес к книгам. Школьная акция «Прочти книгу, получи шоколадку». Чтобы повысить интерес к чтению в нашей школе, мы провели эту акцию, в которой ученик должен был прочесть книгу и поделиться своим мнением о ней, получая за это небольшое поощрение в виде шоколадки. В акции приняло участие около 30 человек, что превзошло наши ожидания. Тем самым мы доказали, что интерес к книгам можно стимулировать через игровые и мотивационные механики. Мы разработали концепцию антикафе «Свободная зона от гаджетов», и это стало завершающим этапом в нашей работе. Открывать в себе чтение как увлекательный процесс. В школах важно развивать дискуссионные площадки и литературные клубы, где подростки смогут обсуждать прочитанное. И таким образом эта проблема не является безнадежной, и если мы также активно будем работать в этом направлении, то сможем вернуть молодежи интерес к книгам. Благодарим за внимание. Но не уроки русского языка, а самый настоящий, живой, эмоциональный русский язык. Сначала я задумался, почему мои бабушки и дедушки говорят «дай-ка чайку» или «не забудь макулатуру», а мы выражаемся сленгами. И тогда я понял, что мне нужно провести исследование, и в ходе исследования я провел анкетирование. После этого я провел исследование двух речей разных поколений. Это бабушки 75 лет и подростка, ученика 9 класса. Я получил такой языковой мост, сленг против мудрых свойственных выражений. Тогда я понял то, что никто не виноват, это просто наше разное восприятие мира и разный темп. В ходе исследования, после того, как я провел анкетирование и интервью, я создал свой толковый словарь сленговых слов. Сегодня я хочу вам рассказать о своем проекте «Тайны литературы». Это не просто проект, это настоящий литературный квест, который мы придумали, создали и провели для учеников 6 класса. Идея моего проекта возникла после того, как мы с учителем посетили настоящий квест-дом в городе Астана. Там были темные комнаты, замки, шифры и даже очень страшно было. После этого я подумал, почему бы не создать такой же проект по литературе квест, потому что меня это очень вдохновило. Я создал 3 комнаты, мне помогали в этом мои друзья, одноклассники. В первой комнате
называется «Открытие сундуков». В комнате было 4 ящика с кодовыми замками. Чтобы открыть замки, нужно было найти код в воздушных шарах. Чтобы лопнуть один из шаров, нужно было ответить на вопросы по литературе. Если правильно отвечали, то можно было попробовать лопнуть шарик и найти код от сундуков. После того, как сундук открывается, там пазл из портретов писателей. После того, как пазл соберется, нужно было их собрать и назвать писателя и года его жизни. После этого команда переходила ко второй комнате. Можно собрать карту. В этой комнате куски карты были спрятаны по всему кабинету. То есть участники должны были найти эти куски карты, и после того, как они собрали, на обратной стороне этой карты было название литературного произведения. Если они не догадывались, то, что это произведение Вавилонской башни, то мы им давали подсказки, зашифрованные слова, шифры, чтобы помочь им отгадать. После этого команда переходила в третью комнату с манускриптами. Ученики должны были отгадать по манускриптам название произведений, чтобы получить код от последнего сундука, в котором лежал кубок победителей. Проблемы мои были в том, что когда я красил сундуки, краска пахла очень резко. Из-за этого пришлось красить их в гараже у меня дома. Также не мог разобраться, как работают сами замки. Пришлось смотреть инструкцию в YouTube. Ну, в принципе, проблем у меня больше не было. И в заключение хочу сказать то, что я добился своих целей. Ребята заинтересовались моим проектом, заинтересовались литературой. Сейчас вот уже у меня усовершенствованный сундук, который я заказал, сделал на заказ в мастерской. Как раз таки показывающий связь поколений, это действительно очень важно, что эта связь существует, она не утрачена, и что понимание этих поколений действительно есть. И не только бабушки, дедушки, но даже я еще, да, у меня молодые внуки, и у них уже тоже есть свои сленги. И самое важное, что есть диалог этих поколений. Я думаю, что ваша работа будет продолжена. Планируете? Да, желаю вам успеха. Дизайнерлер, мен жылына 1300 адамды оқыттым дейміз. Бәрі осы шығармашылық жоба деп аталады. Бүгінгі тақырыптар өте ұнады, әрқайсының өзінің ерекше бір орын алатын жайттары бар. Сабақ беруде, мамандар дайындап. Осындай шығармашылық жоба мен шұғылданбайды екен, әдебиеттен болсын, барлық сабақтар. Менде психологтар да бар, филологтар да бар оқиды бірінші курста. Өкінішке орай, барлық мектеп бірдей емес, мына мектепті қарап отырып, қандай жағдай жасаған сіздерге, сондай, жаңа сіздің аниматорлық нелеріңіз барлық салада жетеді, экономикада керек. Көп жағдайда шығармашылық жобаны, бизнес жоба, коммерциялық жобамен шатастырып, инновациялық жоба, шығармашылық жоба ерекшелігі бар, мына ізденішіңіз, әдебиеттер оқытыңыздар, жаңа апайларыңыз айтып кетті ғой. Қазіргі заманда, мына жасанды интеллект дәуірінде шынайы ақпаратпен алданыш ақпараттар көп. Сіздер емес, біз өзіміз алданып қоямыз. Я веду среди первокурсников творческий проект. Какая дисциплина? Во многих школах это не ведется. Ведется, прикладные проекты делаются в основном. Ну, я тоже вел. Я уже 50 лет преподаю, в школе преподавал трудовое обучение. Тогда мы делали прикладные проекты. Строили дома, самолетики делали. Творческий проект с другими видами проектов. Творческий проект является началом начала. Любой проект начинается с творческого поиска. Надо же изучить. Да? И в этом отношении, как вы правильно сказали, не всегда со студентами я понимаю. И новые вот это слова, сленги у вас говорят, у нас категории научные, да? Понятия, да? Не всегда. Это очень мощно. А вот Ольга Евгеньевна, вот когда мальчик про вот где
Словосочетание меня убило, поразило и заинтересовало. Бабушка бумер, о, круто, прикольно. Почему? Я как-то никогда не думал вот о этих вещах взрослых давно. И сделал, забыл, а кто такие вообще? И вот, бабушка бумер это да, рожденная до 64 года. А я получился поколение X. И вот Ольга Евгеньевна показала четко наше с вами поколение. Давайте я прям зачитаю. Кто это такие? Поколение X. Прагматики, которые ищут во всем практическую пользу. Ольга Евгеньевна прямо четко каждый написала, как мы можем извлечь из этого пользу, выгоду для себя. Все, спасибо. Кимакина Татьяна Нигматовна, кандидат педагогических наук, профессор, декан Евразийского гуманитарного института имени Амангельды Кусаевича Кусаинова. Значит, мы сотрудничаем с 26-й школой в рамках проекта «Педагогический класс» уже несколько лет. Осенью я здесь была, представляли сами учителя свои проекты по разным направлениям. И сегодня мы увидели «Малая академия», были представлены проекты учащихся школ гимназии 26 и польской школы, тоже их партнеры, да, школа гимназии 26. Несколько направлений научных проектов. Все проекты очень интересные. И завершила это мероприятие научное, важное, мастер-класс, проводимый атомным, да? Вот очень интересно. Мы строили атомную станцию и поняли, что это наш байтерек, это наша культура, это наша юрта. Символ. Да, символ. Вообще очень неожиданно и интересно. Так что вот еще сегодня завершение этой работы – это мирный атом. Вы знаете, сегодня мы услышали проекты, и мне кажется, каждый участник, он просто вдохновился, да? Что вы можете по поводу этого сказать с вершины своего опыта? Ну, мне как психологу, конечно, были интересны проекты, связанные с тем же эмоциональным интеллектом, что действительно нужно управлять своими эмоциями. Очень интересно, как гражданину, да, жительнице большого города, проекты, связанные с очистительными сооружениями, макеты, которые разработали сами школьники. По краеведению, да? По краеведению, конечно, это очень эмоциональные проекты, хоть мы и говорим, что история очень субъективна, но каждый проект просто, вот, знаете, за душу взял. Алжир вообще не оставляет равнодушным, да, и вот эти проекты, связанные с детьми войны, с детьми Алжира, очень эмоциональные, очень важны. Это историческая наша память, и вот даже проекты «Код Казахстана», «Код казахов» тоже. В общем, каждый проект по-своему интересен. А наши юные участники, это и конфеты, да? Да, и это да, свои... ономастика тоже очень интересно, да, и такие филологические изыскания у них были, в 4 класс изучают, пожалуйста, названия, и уже тут тоже все проекты, они какие-то междисциплинарные, да, вроде бы анимастика и в то же время маркетинг, как продавать, как развивать, что интересно, да, потребительский спрос, пожалуйста. Ну, то есть вообще полное разнообразие, интересно. И, мне кажется, очень сильная такая интеллектуальная подготовка, да? Конечно. Дети так хорошо подготовились, уже готовые ораторы, и, наверное, здесь немного надо и мастерство публичного выступления. Многие, зная материал, очень волновались, да? Поэтому нашим педагогам, которые готовили, наверное, тоже на это надо уделить внимание. Ну, это естественный процесс. Ну, Мы же сами тоже выступаем, да, тоже возраст волнуемся. очень юные, да, участники. Это же, знаете, Это опыт, да. Чем больше они будут выступать, тем меньше будет волнения, тем более уверенно они будут держаться перед аудиторией. И Поэтому, наверное, поблагодарить организаторов площадки, Ольгу Евгеньевну, Конечно, Ольгу Ольгу Ивановну. Такие энтузиасты, и коллектив. так зарядили всех детей, и педагогов, Согласна. и ученых. Согласна. Очень интересно. Спасибо вам. Спасибо вам за интервью, очень приятно было познакомиться. Спасибо. Успехов. Все на ходу, практически звук стреляет, да. Сделали, да? Значит, вот сделал и на среднее не выучиваем. Итак, кто сделал, соответственно, цепляем следующую пару.
подключаем финей, и у нас получается уже двойная. Наша малая научная академия. Сегодня ребята поделились опытом в работе над исследовательскими проектами. Много было тем интересных. Мы выслушали пожелания наших ученых, оценку, предложения по развитию проекта, за что им тоже огромное спасибо. И, конечно же, безусловно, сегодня говорили и о профессиях, о выборе, и о высших учебных заведениях, о колледжах, которые могут выбирать ребята, благодаря работе над проектами, выбирая свою сферу, которая им более интересна. Ну и, конечно же, заканчивается она такой интерактивной игрой, тренингом, в которой ребята создают свои алма-байтерейки. Очень увлечены, и поэтому спасибо, конечно, нашим партнерам, которые нам в этом помогают. Ну и надеемся, что наша малая научная конференция будет жить, и на следующий год мы встретимся с новыми проектами, с новыми ребятами, которые пришли исследовать, изучать. Ну и безусловно, конечно же, что мы надеемся, что из этих ребят мы увидим как минимум половину ученых, которые будут продвигать и развивать нашу науку, и которые зарекомендуют имя нашей страны на международных аренах. Всем спасибо за участие. Мы тут пообщались с гостями, с участниками. Все вдохновлены вашей площадкой. Новых вам достижений, новых идей и новых стартапов. Спасибо огромное. Называется штукенции. Туда, куда сдают бутылки пластиковые и тому подобное, да. Я бессовестно был преподавателем в Сихунском аграрном университете, и студентов к зачету одно из требований было: сдавай бутылки, 20 бутылок пластиковых сдашь, ну что ж, давай будем рассматривать твои экзамены. Да, это немножко смешно, да, и тому подобное, но, коллеги, если мы начнем это сами, что если на территории школы или ближайшего школа обратится, вот сейчас фандоматы есть, это какие-то только за идею, а вот сейчас появились, по-моему, Фридома, они там даже денежку дают. Что если вот такие автоматы возле школы? Дети будут сдавать туда пластиковые бутылки, алюминиевые бутылки, их же покупают эти самые. Будете давать. Это мелочь, но это уже готовит нас, так сказать, бизнесу, да, уже к разбору мусора и вот, экологическая культура. Еще можно? Вот когда лет 3, Ольга Ивановна, знаете, я часто путешествую, была в Вене. Я говорю, что за красивое здание? Вы представляете, в центре Вены, на площади, мусороперерабатывающий завод. Я забыла архитектора, он, к сожалению, умер, построил несколько зданий в Вене и мусороперерабатывающий завод. Вот вы зайдите на Google, и этот мусороперерабатывающий завод как работает, может, оттуда вы можете взять себе ценные Советы, Австрия, Вена, Австрия. Прямо в центре Вены, на площади. Потому что люди военные, они уходят. И поэтому, когда вы о них рассказываете, это остается в копилке вашей истории в вашем районе, в копилке истории Казахстана. И поэтому вот с этой точки зрения, что я вам пожелаю. И вот девочки молодые здесь о конфетах говорили, о мальчиках и так далее, хочу сказать, что вы задаете, когда ученый становится ученым, он не задает обычные вопросы, он задает вопросы необычные, нестандартные. И вот уже начиная с 4 класса, с 3 класса молодые вы задаете нестандартные вопросы. Это очень ценно, это очень важно для науки. Ну что я вам пожелаю? Время бежит очень. Вы еще, я хочу сказать, с этой точки зрения, вы уменьшаете вероятно истории Казахстана уже как уже молодые исследователи. Ну что я вам пожелаю? Время летит очень быстро. Чтобы вы действительно опубликовались, а когда так уже взрослые, закончив вузы, ваши статьи печатались в Скопусе,
веб-сайтах и получали высокую Сейчас вышли окно, вы выходите на уровень города Астаны. Вы многие из вас вышли на уровень республики. Я думаю, если вы так дальше будете работать, но не 100%, но, надеюсь, 50% из вас выйдет на мировой уровень, на международный уровень. В отличие от нас, когда был железный занавес, сегодня мир открыт. Вы можете сегодня с этими проектами поступать в любой вуз, даже бесплатно. Даже по интернету вы можете найти программу. Вот девочка здесь сегодня говорила на английском языке. И прямая дорога на международный уровень. Что я вам пожелаю? Терпения, здоровья. И, как говорит Платон, человек продолжает мысли, если он удивляется. Удивляйтесь красоте этого мира, удивляйтесь тому, что вы это сделали. Спасибо вам большое. Я вижу, как молодыми творческими исследователями, что действительно я сегодня получила колоссальное удовольствие от того, что вы по-настоящему занимаетесь наукой. То есть у вас есть исследования. Вы работаете с фактами. Вы анализируете. Это очень ценно. Спасибо. Коллеги, мы продолжим